Вы столько лет вместе, вот раскройте нам секрет семейного успеха, вот именно семейного успеха вашего дуэта. Как так? 24 часа вместе. Бывает и 25. Ну, Зайнаб, она молодец, она настоящая татарская женщина, терпеть умеет. У меня характер очень сложный. Если мы как бы поженились по любви, никакого там черту не было расчетов, да. Нам охота было, вы знаете, очень охота было петь, выходить на сцену, удивлять народ. В принципе, получалось, да. И с 91-го года мы как бы создали свою группу, выехали. Здравствуйте, уважаемые друзья! Я Наил Белян. С Новым годом! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И с вами я, как всегда, Руслан Шарафутдинов. И сегодня с нами самая яркая пара татарской эстрады. А сегодня они наши Дед Мороз и Снегурочка. Встречайте, Зафар Билалов и Зайнаб Фархетдинова! Исәнмесез? Я Наил Белян. С Новым годом! С Новым годом! Здравствуйте! Сколько подарков! Ну, так, Это к новогоднему столу. Вот. Зайнаб Фархетдинова, певица, народная артистка Республики Татарстан. Родилась 17 августа 1967 года в Ташкентской области Узбекской ССР. Закончила Казанскую государственную академию культуры и искусств. В годы учебы была солисткой ансамбля «Иделькаем». В 1991 году на конкурсе «Татар-Жыры» стала лауреатом первой степени. Зайнаб – дипломант международного фестиваля «Тюрка-Визион-96». В 1999 году Зайнаб Фархетдиновой было присвоено звание «Заслуженная артистка Республики Татарстан», а 26 июня 2009 года и звание «Народная артистка Республики Татарстан». Зайнаб замужем за певцом Зуфаром Билаловым, с которым воспитывает двоих сыновей Булата, 17 лет, и Фуата, 11 лет. Зуфар Билалов – певец, народный артист Республики Татарстан. Родился 5 января 1966 года в деревне Большая Елга Рыбно-Слободского района Татарской АССР. Закончил Казанскую государственную академию культуры и искусств. Во время учебы в институте создал народный ансамбль «Иделькаем», который в 1989 году стал лауреатом конкурса «Татарская эстрада-89». В 1999 году Зуфару Билалову было присвоено звание «Заслуженный артист Республики Татарстан», а 26 июня 2009 года и звание «Народный артист Республики Татарстан». Ну а самый главный подарок, я думаю, будет для наших телезрителей – это ваше блюдо. Мы сделаем сегодня фаршированные баклажаны. Фаршированные баклажаны. Новогодний сырный пармезан. Фаршированные баклажаны – популярные блюда в разных кухнях мира, которые готовятся в соответствии с местными традициями. Так, например, в Турции баклажаны обычно начинают овощами, рисом или изюмом, но никогда не начинают мясом. В Индии баклажаны фаршируют смесью арахиса, кунжута, кинзы, чеснока и специй. В грузинской кухне очень популярны баклажаны, фаршированные соусом из грецких орехов с сацебели. А в татарской кухне самая распространенная начинка для баклажанов – это мясной фарш, обжаренный с овощами. Итак, с чего мы начнем? Мы начнем с баклажан, мы их почистим. Да, так, приступайте. мне тоже, да? Сейчас, минуточку. Сейчас будем Мы смотреть. начинаем вот с этого. Так, я за тобой слежу. Ага. Нам надо... Нет, Так, мы сердцевинку, вот значит, здесь, чистим? Да. Кручу, вот это верчу. надо вытащить, но аккуратнее, чтобы здесь нельзя ни трещин, ни резанные места оставить, чтобы сок не вытекал. А, то есть такая должна быть Да, сердцевинка вот это целая. всё мы убираем сейчас. Как, Зафар, у вас получается? У меня всегда получается. Я предлагаю пока вот это все у нас убрать, потом мы это все обязательно попробуем. Хорошо. Как, процесс пошел? Зафар, у вас тоже Процесс прекрасно пошел, получается, молодец. Не смотрите. знаю, Всегда все получалось с первого раза. Он у нас меня молодец. супругу Зайнаб меня научила. Я яичницу умею готовить. Яичницу умеете готовить? Умею. Картошку умею жарить. Что, это мало что ли? Суп могу готовить. Какой ваш любимый суп, Зафар? Ну, тохмач, что Тохмач? Да, с Ну, детства. конечно, ложечку какую-нибудь металлическую. Ложечку. вот, чтоб- Так, да, чтобы вот как чтобы у нас так ложечка такая да, красивая новогодняя. Мгм. Блестящая. Вы столько лет вместе, вот раскройте нам секрет семейного успеха, вот именно семейного успеха вашего дуэта. Как так? 24 часа вместе. Бывает и 25. Ну, Зайнаб, она молодец, она настоящая татарская женщина, терпеть умеет. У меня характер очень сложный. Если мы как бы поженились по любви, никакого там черту не было расчетов, да. Нам охота было, вы знаете, очень охота было петь, выходить на сцену, удивлять народ. В принципе, получалось, да.
И с 91 года мы как бы создали свою группу, выехали. Вот у нас получается в 2019 году, в марте месяце, уже 20 лет как бы. 20 лет будет юбилей. Да, юбилей, да, профессиональный сцена. 20 лет это на самом деле очень большая, серьезная дата, тем более вот 20 лет ни один дуэт, даже в российской эстраде, я не знаю, дуэта, чтобы 20 лет вместе выступать. Молодцы. А это у нас воспитание такое. Папа, мама нам сказали: поженились и И никуда. всё, Всё, гомерге, до конца, на гомерге, всю жизнь. гомерге, до конца жизни вместе. Вот это всё. И потом всегда как бы всегда в работе. Песни новые всегда вот ищем, да, не стоим на месте. Это тоже не дает времени нам думать о чем-то таком ненужном. Сколько концертов? Вот вообще по России? По России много, но сейчас Ну, меньше. Когда вот начинали, это уж... Да, Какой- тогда и как бы выступающих на сцене мало было, певцов, певиц мало было, когда мы выходили, поэтому как бы... У нас только первый в 92 году мы выехали, в 91 году в Челнах, мы даже удивились, такие вот простенько одетые, мальчишка, девчонка, приехали там, маршрутный автобус, там наш администратор встречает, мы так, кличку у него Бабай, маршрут. Ренат Хайбарович, как у нас публика есть? Ну, а он такой интригант, такой, ну, что-то там будет. А там выходит, там народу, а Полный лагерь. зал. 25 концертов за один выезд только в Челнах. По 100 концертов в месяц делали мы. Тройники. И это в 91 Было году. такое, В было. 91 Да, году, был да. такой ажиотаж, конечно. Браво. было. Ну, что касается вот семейных традиций в плане кулинарии. Вот как встречаете Новый год? Что готовите? Зайнаб. Зайнаб, есть Ну, любимое заранее блюдо у вас? всё. Заранее все готовим. Как-то мы в одно время очень сильно, каждый год уж нужно. И индейку готовили, и это самое, кос. Индейка мне не понравилась, она сухая какая-то. Пускай американцы кушают. Друзья, да, которые индейку. говорят, как можно индейку кушать, да? Ну, Нам гуся подавай. гуся И или пожалей утку, побольше. или утку. Тоже, конечно. С уткой делали. Потом, ну, в основном, гусь всегда уж был. Беляш. На мясное. Беляш тоже делаем. Заранее готовишь. Иногда бывает голубцы. Ну, что удобнее. Заранее приготовишь, в холодильник ставишь. Зафар, я и правильно потом понял? греешь. 20 декабря где-то ваша супруга готовит бәлеш или кос, в холодильник убрала, А ну нет. 31 бір сағат 8-лерде достает, в микроволновку бәлеш закинул, хоп, готово бәлеш. И попробуй, Сейчас. Да. попробуй наезжать. Да, Ну, все готово. Идеальная супруга. Сейчас так и подумают же. Мы продолжаем готовить фаршированные баклажанчики. Они вот у нас уже готовы в форме таких вот лодочек Да. красивых. Итак, что мы делаем дальше, Зайна? Ну, измельчаем вот этот внутренность. Внутренности? Да. Мгм. И потом мы их кладем в соленую воду. Пока Ага. они Кубиками, да? отмачиваем их. Кубиками, Все, да, вот так понятно, мелко, да? понятно. А потом мы возьмемся за лук. Как внимательно Зефер следит за вами, У нас смотрите. дирижер Зайнаб. Вот так. Дирижер Ну, Зайна мелко не ваша надо. семья? Вот хорошо. У тебя хорошо получается. Сухарь. Зайнаб, Для этого опять надо. Я знаю, у меня все хорошо получается. пусть Зайнаб расскажет, что Да. готовит Зефер, если вообще готовит. Или когда последний раз готовил. И ели вы это. С удовольствием. Как появились первый раз эти микроволновые печи, он увлекался так сильно. И мясо туда клал, что-то какие-то соусы делал, что-то хотел сверхъестественное это самое, испечь. Ну, получалось, конечно, хотя и мясо там было жестким, но мы с удовольствием, конечно, пробовали, ели его хвалили. Сколько микроволновок сломал Зефер, пока научился готовить? Нет, Да, такого я всегда надежную технику покупаю. Надежно? Ну, Как и сам. Он- Я сам надежный. У него все всегда хорошо получалось. Я же говорю, вообще, если стал бы кулинаром, наверное, был Нет, Наверное, вы пели бы одна. Да, ну, Если бы он стал кулинаром. Руслан, дай, пожалуйста, нам блюдце поглубже. Вот он. Чуть-чуть посоли. Так, мгм. Всё, вот это соль. всё, лишнее всё. Так, соль. Да. Так, посолили. Мгм. Дальше. Водички чуть-чуть. Да. Мгм. Я тебе как скажу? Стоп. Оставь. так скажешь, стоп, так и побежишь. На старт, внимание, стоп. Молодому? Стоп. Все. Узыский. Всё, понятно, всё. Повесь. Вот за 20 лет гастроли, за 20 лет выступлений, вот кроме Казани, есть любимые города? Даже не, может, не из-за публики, а просто вот те города, которые в России вы с удовольствием приезжаете. Ой, я люблю Москву. Никогда Ага. не скрывала это. Я люблю крупные города, например. У нас есть, конечно, в России красивые города, к которым мы привыкли, конечно, каждый год мы приезжаем и наслаждаемся то, что там уж и видели, уже привыкли. Мне Питер нравится, не знаю.
Петербург, конечно, безусловно. Он Питер даже тоже впервые, бываем конечно. каждый год. Ну, Петербург очень красивый, Да. культурная столица Да, да, да. России. Да. Но там тоже очень много наших татар. же. Много. Город Везде, Азнакаева мне очень нравится. Везде. Ну вот сейчас взяли и испортили все. Москва, Питер, я Азнакаева. Нет, я Азнакаеву тоже очень люблю, потому что рядом с Альметьевском он находится. Ну да, это мой район родной, поэтому... Ну вот поэтому Я не хочу. Матурган айтып кыстырдыгыз Азнакайны. Мәскәү белән Питер арасыннан. Молодец. А я пользуясь случаем Альметьевску привет передаю, я там родился. Зафер, кому привет передадите? Рыды Слобода, привет! Вот так Самый вот. крупный город России! Так, мы это отправляем пока Да. настояться. И дальше мы Мы берем сейчас лук. Ну, мы их мелко также Также рубим. мелко рубим. Да. рубим. Рубим. Измельчаем также. Сегодня у нас Новый год. Год Золотого Дракона. Да. Татар тілінде бұл енді алтын аждаһа елы. Пусть будет так. Это... Вот у вас в детстве, когда были совсем маленькими, вот 8 лет, 6, вот что вы ждали, каких подарков ожидали Зайнаб и Зафер на Новый год? Я, например, в детстве хотела красивое пальто. Помню, как-то вот уже в подростковом возрасте, что ли. Потом, через год мне папа все-таки купил это пальто красное, вот с мехом, такое длинное, она мне очень на всю жизнь запомнилась. И долго я ее носила. Тогда в нашем детстве, значит, был такой Дедушка Мороз, его звали Профсоюз. Вот этот Дедушка Профсоюз Мороз, Бабай. Профсоюз Бабай нам подарки раздавали всегда. Потому что как бы мы росли, вообще у нас семья большая. так понимаю, старшая апельсины у вас были, Да, да? у нас, нам такие вот тогда кулек такой, пакет сероватый, такой, бумажный. Вот, самый суперский пакет тогда был, самый хороший подарок. Уважаемые телезрители, мы продолжаем нашу новогоднюю передачу. И сегодня вместе с Зайнаб и Зафер белән мы готовим великолепное блюдо, фаршированные баклажанчики. И что мы сейчас делаем? Нам сейчас надо обжарить лук в первую очередь. Так, вот, сковородочка. Туда масло. Ага. Подсолнечная. Вот в форме елки я рисую здесь. Ну, кто не видит, тот не видит. Да, Получилось. Там, Ага. там и Снегурочка появилась, Дедушка Мороз, там все есть. Так. Вот. Пускай она прогреется. Прогреется. Да. Скажи, пожалуйста, вот за 20 лет карьеры есть любимый композитор, который вам писал музыку или, наоборот, автор ваших песен? Или даже не любимый, а вот с кем вы чаще всего работаете? Для меня, вот я сразу скажу, вперед, а то Зайнаб за меня успеет. Наиль Шаймарданов такой очень хороший композитор. Песня у меня была хитовая «Зирастанан улар yok, сенчахта круши». И вот у нас он и сам поет, и как певец он очень даже довольно-таки хорошо поет. И у нас голоса совпадают, и вот его песни, какую песню не предложил, любая песня мне идет. Ильфат Давлетшин еще, мы с ним учились вместе, институт культуры закончили. Обращали внимание всегда на мелодию, да? Ну да, мелодика все равно, ну и Раис смысл текста. Нагимов для Да. меня. Альметьевский, композитор, Очень такой. Ну, обычно Зайнаб успевала первой посмотреть песни, и она забирала все хорошие Забирала песни. все хорошие песни. Остатки мне там, которые там на троечку, на А тройку. те, которые на двоечку, пели вдвоем. Да. Так, вы проверяете, так готово масло или Да, нет? чуть-чуть, да? Мы обычно пальцами мужчины проверяем. Ну, Не готово. Итак, масло готово. Пожалуйста. спасибо. Так, опускаем лучок. Опа. Руслан, давай отодвинем сковородку в сторонку. И, пожалуйста, дай мне Помидор? пятнышко помидор. Ага. Лучше таких. Помидорки также вы занимаетесь. И Зафер, я за вами тоже смотрю. Вот это тоже. Я Но могу. он у вас прекрасный, смотрите, дополняет шикарный дуэт. Да, у вас. да. Аллах шикар. Аллах ваш. Но вот голоса все-таки у вас разные. Вот у Зафера он высокий, у вас, Зайнаб, он низкий. Как вот все-таки, как вы это сочетаете? Голоса разные, да, у меня высокий, у него низкий, она альт. Но тут, как бы, я же все-таки учился в консерватории, классику пел, поэтому там хвастаться не хочу. Диапазон у меня не маленький, 2 октавы с чем-то. Поэтому приходится мне там бегать туда-сюда. Зайнаб тему поет, а я там ищу вторые голоса, куда выше пойти, ниже пойти. Вот получается, что и нормально дуэты получается. Но Долго послушать. кто-то на себя огонь должен взять, это я. Это вы. Да, точно. Мне Весь браво! огонь на себя. У нас новогодняя передача. Зайнаб, Зафер, я вот очень прошу вас для наших телезрителей прямо сейчас, вот над этими помидорами, красивую песню «Ямайл Турнда» для наших телезрителей про Новый год. Давай попробуем. Аппақ дүниятыны қолған тарапларда Бітмәс сағыш яшілігімні үзіліп келем
yağmış. Karlar yava, karlar yava, iğrenip direğinge. Karlar tügel, mumlar yava, sağış salıp yüreğime. Karlar yava, iğrenip direğinge. Karlar tügel, mumlar yava, sağış salıp yüreğime. Задорожаем! Зайна Маркетинова! Биг Рахмет! И туда помидорчики. Так, помещаем помидорчики. Помидорчики уже веселые после вашей песни. Так. Красные, белые. Мы продолжаем с новогодним настроением готовить наши новогодние блюда. Баклажаны, фаршированные мясом, хорошим настроением, песнями и улыбками. Я вот здесь с овощами. Здесь у нас помидорчик, лук. Дальше что мы? И мы сюда кладем уже фарш. Фарш. Кстати, уважаемые наши друзья, фарш и все наши продукты мы доверяем холодильникам Позис. Холодильники Позис. Ура, ура! Особенностями данного холодильника является энергоэффективность класса А, электронный блок управления, зона свежести, функция принудительной циркуляции воздуха, низкий уровень шума, современный дизайн и приемлемая цена. Так, наш фарш. Так, весь фарш. Да, да. Отлично. Не весь, конечно. Тут А. много будет. Потому что То есть половинку получается. Остальное в сыром виде съедаем. Это вкусно. можем, конечно. Значит, мы кладем сейчас баклажанчики. Их Так, вот так. баклажаны, которые мы отмачивали в воде, Соленые. в соленой воде, Да, мы сюда. выжимаем. Угу. Так, так, так. Это смело. Скажите, пожалуйста, вот а ваши дети, они как вот решили идти по вашим стопам, или у них какие-то другие интересы жизненные? Интересный вопрос. Задают иногда. Ну, можно я скажу? В принципе, Вы у меня спросили? Да, Зайна. Оба голосистые, конечно. И тембральные, и так, и слух у них хороший. Ну, как бы мы самостоятельно, как индивидуально Всё, этим так, сейчас целенаправленно, скажу, не занимаемся. Если у них талант свое сделать, сильно будет заложено природа, голос. Конечно, если захотят выйти на сцену, мы не против. А так, в принципе, пока не настаиваем. Уважаемые телезрители, мы продолжаем наше кулинарное новогоднее шоу. Итак, мы приготовили вместе с нашими уважаемыми гостями вот такие вот лодочки. Приготовили начинку. Здесь у нас фарш говяжий, помидоры, лук, а также начинка из баклажанов. И, Соль надо нам попробовать и положить. да, немного соли. Можно я сама? Или- Конечно, конечно, попробуйте. Так, Эзгинатус. Все, ты уже свою долю съела. Остальное и нам. Так, давайте, посолите. Ну, да, вот так посолим. Тебе Житяна, смотри. Тут сыр уже достаточно. О, Зефер справился на пятерочку у Какой нас. я вообще молодец. Ну а здесь посмотрите, Зефер, какой у нас процесс интересный. Вот так, ну все. Накладываем на лодочки. Столько конкурсов, столько концертов, номинаций у вас, призов, подарков. Что больше всего запомнилось вот за 20 лет? Были такие конкурсы, вот, которые остались в душе здесь, Еряк Ямда? Ну, это самые первые. Самые первые награды? Да, В каком году получили? Конкурсы, В то есть 91-м. 89-м. 90 потом, в 89-м, 91-й был, да, там. У нас в этом году как бы получился юбилейный год. На двоих у нас сейчас очко. 21 барс у нас. 21 Алтын Барс. У вас, наверное, дома целая полка. У вас получился... А мы их дома не держим, банки. Нет. И не пытайтесь заходить в нашу квартиру. Золота нет. Зефер, вам еще один Алтын Барс, да? Еще один Алтын Барс, и получится 2 футбольные команды. Да, да, Сможете да. уже в футбол дома играть вместе. А у нас вот так вот получилось наше прекрасное блюдо. Да. Что мы с ним делаем сейчас? Сейчас мы туда Это красиво. Добавляем насыпаем. сыр, Да, вот Сыр, да. который Открываем. Зефер с удовольствием Да. приготовил для Смотрите, нас. учись, Руслан. Друзья, запоминайте, это эксклюзивный секрет Да-да. От народного Зефера артиста. и от народных и заслуженных артистов, которые сегодня рядом со мной. Самое интересное у нас, мы помещаем наши лодочки в противень, сковородочки.
Хорошо? Вот Так. Под чутким присмотром Зефера. Да. можно Правильно, вот правильно. так мы Так, ставить. правильно делаешь. И на 20 минут мы отправляем баклажанчики в солярий. Солярий, правильно. Да. Правильно, Руслан. Мунчага. Мы тебе поручаем. Итак, поехали. На 20 минут наши баклажанчики отправляются. Рецепт. Баклажаны 6 штук, фарш говяжий полкило, помидоры 3 штуки, лук 2 штуки, сыр пармезан 200 грамм, масло растительное, соль, перец. Баклажаны разрезали вдоль на половинки и вынули мякоть. Мякоть мелко порубили и положили в холодную подсоленную воду на несколько минут, для того, чтобы баклажаны не горчили и во время жарки впитывали меньше масла. Мелко нашинкованный лук и нарезанные кубиками помидоры обжарили на растительном масле, положили заранее подготовленную мякоть баклажана. Добавили фарш, посолили, поперчили и обжаривали до готовности еще 8-10 минут. Половинки баклажанов наполнили фаршем, посыпали мелко натертым сыром и поставили запекаться в духовку на 30-40 минут. Мы продолжаем наше новогоднее кулинарное шоу «Секреты татарской кухни» вместе с самой яркой прекрасной парой Зефер Билалов и Зайнаб Фархетдинова. И вам, наверное, самим не терпится узнать, что же там получилось у нас. Да. Итак, Ням-ням-ням-ням. открываю нашу чудо-печь. Какой прекрасный аромат. И вот они, наши фаршированные баклажанчики. Есть. Зефер, бу сізге. Рахмат Бигзурович. Самый большой, естественно, Зайнаб Да. сізге. Вы у нас ответственны были. Шеф-повар. Ну, ведь не дешунды. Культурный генокичкин, маленький, красивый, это мне. Я сам маленький, красивый. Я предлагаю, пусть наше блюдо немножко остынет. Ну а прямо сейчас я прошу вас, наших уважаемых телезрителей, поздравить с новым 2012 годом. И я бы хотела пожелать всем жителям доброты побольше и любви. Это всех спасет от всего, мне кажется. И всем семьям благополучия, и чтобы следующий год был икмекле, чтобы хлебный был год и 12. Туклыклы? Туклыклы болсын. Хамжерлы. 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 Ура, ура! Яңа ел белән сезне. Давай, Улян. Туганнар барыбызны. Ну а прямо сейчас украсьте ваше блюдо еще одной песней, которую вы исполните, я Машина, думаю, машина. дуэтом. Күзләреңә бер тутырып, Карый жаным китмә, бер минутка ташлап китеп, мине ялгызлар итмә. Гомерләрем агышында, Табышында, сагышында, син һәрчак миңа терәк, син бәхетем, мәхәббәтем, Ходай җибәргән бүләк. Син саклаучым, син яклаучым, син миңа бик тә кирәк. Браво! Давай, Улян! Бәйрәм белән, яңа еллар белән сезне. Еще раз искренне поздравляем, поднимаем эти бокалы за ваш прекрасный творческий дуэт и за наше блюдо, которое, я думаю, мы сейчас с вами попробуем. Давайте, попробуйте. Мужики, Мужиклар. Мужиклар без сайдегс. Зефер, можно доверять, я думаю, да? Да, Вашей супруге. можно. Всегда. Итак. Вторая октава. Зайнаб, жәннат ризыклары ашаттыңыз бит безне. Бик зур рәхмәт сезгә. Ура, ура! Уважаемые друзья, сегодня в нашем новогоднем кулинарном шоу самая яркая, талантливая пара татарской эстрады, молодые, веселые, Зайнаб Фархетдинова, Зефер Билалов. Бик зур рәхмәт сезгә. Яңа еллар белән. С Новым годом! Уважаемые друзья, мы обязательно совсем скоро увидимся. С вами был Руслан Шарафутдинов. С Новым годом! С новым счастьем! Бәхетле яшәгез! Давайте! С Новым годом! С новым счастьем! Ура, ура!